О том, какие мероприятия в столице проводит республиканский Минздрав в рамках раннего выявления раковых заболеваний, расскажет Анастасия Данилова. В Якутии рак ежегодно уносит жизни более 1000 людей. Каждый год выявляется более 2000 новых онкобольных. По этой причине Якутский городской диспансер проводит для жителей города акцию по профилактике рака. Я бы не сказал, что у нас смертность высокая. По итогам 2018 года предварительно у нас 8 промилле. Да? Если раньше мы достигали 8,6, то сейчас 8,1. Поэтому вот те заложенные мероприятия, они дают свой эффект. Акция ежегодно проходит в здании Сахатеатра и собирает около 200 якутян. С 10 утра до часу дня жители столицы получают консультации от ведущих врачей, терапевтов, хирургов и онкологов. Также у них есть возможность пройти УЗИ и прослушать мастер-классы по диагностике заболеваний. Мне кажется, для них это очень удобно, когда вот в одном месте столько много узких специалистов, потому что во многих поликлиниках нашего города нет онкологов. Также они с собой приносят уже заранее подготовленные УЗИ-обследования, рентген. Они свободно подходят, консультируются, получают рекомендации. Как отмечают врачи, основной контингент – пенсионеры. По данным статистики, именно от 65 до 69 лет – самый опасный возраст, когда чаще всего заболевают опасным недугом. Хорошую рекомендацию врач дала, что сейчас идет год, мой год рождения как раз попадает под диспансеризацию. Я успела пройти УЗИ груди, не знаю, как правильно называется, и немножко расстроилась, результат не очень. Ну, пойду к врачу, к лечащему, там, наверное, что-то назначат. Важное значение в борьбе с раком имеет профилактическая работа и раннее выявление болезни. Поэтому подобные полезные акции, по словам Минздрава, будут активно проводиться и в будущем. Анастасия Данилова, Джилустан Накентьев, Якутск.